Казахский общественный и политический деятель, член партии «Алаш», просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, акын и переводчик, основоположник казахской профессиональной журналистики, автор первого казахского букваря, член правительства «Алаш». Этот послужной список званий и регалий принадлежат одному человеку – Ахмету Байтурсынову. Ахмет Байтурсынов родился 5 сентября 1872 года в селе Сары-Тубек Жангильдинского района Тургайской области, ныне Кустанайская область. Окончил Тургайское двухклассное русско-казахское училище, продолжил образование в 4-классной учительской школе просветителя Ибрая Алтынсарина в Оренбурге. В 1895 году начал работать учителем, преподавал в Кустанайском уезде, в Актюбинске, Каркаралинском уезде. На путь политической борьбы Ахмет Байтурсынов встал в 1905 году. Он один из авторов Каркаралинской петиции, под которой подписалось 14 500 человек. В ней поднимались вопросы местного самоуправления, суда, изменения системы народного образования, свободы совести и вероисповедания, выпуска газет, принятия новых законов. С 1910 года вплоть до конца 1917 Байтурсынов живет в Оренбурге. Вместе с Алиханом Букейхановым и Мыржакыпом Дулатовым Байтурсынов издавал первую общенациональную газету «Казак». Честная и беспристрастная, понятная и чебану, и учителю. Газета «Казах». Первая общенациональная. Ни по качеству, ни по разнообразию тематики, и уж тем более тиражу, с ней не могла сравниться ни одна из предшественниц. За этим ее создатель Ахмет Байтурсынов следил лично. Культура, образование, политические манифесты, поэзия. Она словно рупором извещала о проблемах, говорить о которых было не принято. Россия, Китай. Газету читали далеко за пределами казахских степей. Говорят, за первый номер даже барана давали. Байтурсынов, Букейханов и Дулатов – создатели партии «Алаш» и правительства Алаш-Орды, отцы казахской национальной государственной идеи. Наряду с государственной службой Байтурсынов занимался и педагогической деятельностью. В разные годы он работал наркомом образования Казахской ССР, возглавлял научно-литературную комиссию Наркомпроса Казахстана, преподавал казахский язык и литературу, историю культуры в институтах народного просвещения. Творческую деятельность Ахмет Байтурсынов начал как баснописец. Первая его книга «Кырык-Мысал. 40 басен» вышла в 1909 году. В ней автор бичует произвол и насилие властей. Гражданская идея и мечта Ахмета Байтурсынова выражена в книге «Маса. Гамар». Приобщать народ к знаниям и трудолюбию, способствовать развитию искусства, повышению культуры. Поэт призывает избавиться от невежества, равнодушия и халатности. Ахмет Байтурсынов стал первым реформатором казахского алфавита и первым министром образования, автором первого казахского букваря. Он первым реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, исключил все арабские буквы, не используемые в казахском языке, добавил специфические для языка казахского. Теперь им могли воспользоваться миллионы казахов. Новый алфавит получил название «Жана-Емле», но чаще его все же байтурсыновским называют. До сих пор этим алфавитом пользуются казахи, живущие в Китае, Афганистане и Иране. Более 100 лет назад Ахмет Байтурсынов положил основу казахской грамоте, инициировал выпуск первых учебников на казахском языке. «Оку Куралы» учебное пособие, написанное Байтурсыновым, было переиздано 7 раз. Учебник «Тил Куралы» определил природу и структуру казахского языка, создал научную систему. «Адебиет Тынет-Кыш» – первый фундаментальный труд на казахском языке, в котором дано точное определение истории, теории, критики литературы, методологии, приведена в систему казахская литературоведческая наука. 2 июня 1929 года в Алматы вместе с другими членами Алаш-Орды Байтурсынов был арестован и переправлен в московскую Бутырскую тюрьму. 4 апреля 1930 года ему предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, подготовке вооруженного восстания в казахской степи. Байтурсынова приговорили к расстрелу. Но в феврале 1931 года приговор был заменен на 10 лет лагерей, в ноябре 1932 на 3-летнюю ссылку в Архангельск. В 1934 году Байтурсынов досрочно освобожден и возвратился в Алмату.
Но вскоре он вновь подвергся аресту. Находясь в заключении, на вопрос следователей ответил: «Мой идеал по возможности выше поднять благосостояние, культуру казахского народа. А так как это благое дело находится на стадии начинания, я преклоню голову перед той властью, которая удовлетворит мое желание». 8 декабря 1938 года Байтурсынов был расстрелян. Но время все расставило по своим местам. В 1988 году Ахмет Байтурсынов был реабилитирован. Выдающийся просветитель казахского народа Ахмет Байтурсынов прошел тяжелые испытания, отстаивая национальные интересы казахов и мечты о лучшей жизни, повышая их образованность. За это он отдал самое ценное – свою жизнь, но в сердцах людей зажег огонь веры в лучшее будущее.